Хай, я Эрик Эндерс. Хотя это не так. Ваш опыт подсказывает, что правильно знать имя человека. Это составляющая часть его образа. Оно делает человека знакомым для вас. Такой опознавательный знак, бейдж, табличка. И совсем недавно так и было. А сейчас есть миллионы сетевых персонажей, известных под ником, но мы даже не догадываемся и не задумываемся, как их зовут. И то, что наш пользовательский опыт разнится с действительностью, нас не напрягает. Так же, как мы спокойно тапаем по экрану, набирая номер, а можем воспользоваться и дисковым набором на телефоне прошлого века. Или как мы крутим руль, но догадываемся, что можно натягивать поводья в нужную сторону, управляя лошадью. Насколько важен пользовательский опыт? Или важнее уметь создавать новые сценарии поведения? Что стоит за нашими действиями в социальных сетях? Как движения пальца по экрану отражаются на наших решениях? Когда оправданы эксперименты с поведением пользователя? А когда нужно дать привычную форму взаимодействия? Кто из вас точно знает ответы на эти вопросы? Можно ли научиться прогнозировать поведение человека при взаимодействии с интерфейсом? Как направить его действия в нужную нам последовательность? Даст ли это нам конкурентное преимущество перед устройствами менее дружелюбными, чем наши? Как вы думаете, можно гарантированно воспитать гения или предсказать успех приложения? Соберите статистику и посмотрите, сколько выпускников элитных школ становятся нобелевскими лауреатами, сколько стартапов, получивших гранты, выходят на IPO. Ваши предположения и статистика совпали? Поздравляю, ваш уровень эмпатии, проницательности и аналитические способности очень высоки. Или вы даже не стали пробовать собирать статистику, руководствуясь сердцем и тем, что это очевидно. Отлично, так поступает большинство людей. И статистически это дает такой же результат успешности их действий, как и при проведении исследований. Так какой вариант выбрать? Какой правильный? Как развить в себе умение чувствовать, где достаточно положиться на интуицию, а где нужны исследования? Добро пожаловать в мир, где важно думать, а не размышлять. Я Эрик Эндерс. Для вас точно.